Привет-привет! Меня зовут Ажар, и мы продолжаем с вами запоминать казахские слова. Мои видео предназначены для людей, которые разговаривают на русском языке, но хотели бы быстро запоминать казахские слова, пополняя тем самым свой казахский лексикон, и со временем, надеюсь, в ближайшем будущем начать разговаривать на казахском и понимать его. Как говорится, когда мы хотим забраться на гору, мы не можем этого сделать сразу. Раз, ты стоишь у подножия горы, а потом вдруг раз, очутился на горе. Такого не бывает. Такое бывает только в сказках или фантастических фильмах. Вот. Наша жизнь показывает нам то, что для того, чтобы забраться на гору, нужно сделать определенное количество шагов. И вот каждое запомненное нами слово приближает нас к нашей цели. Взобраться на гору, конечно, такую гипотетическую гору, и начать разговаривать на казахском и понимать его. Вот, каждое слово приближает нас к нашей цели. Сегодня мы будем работать со словом «мен». «Мен» – это слово означает «я». Это слово звучит не «мен», а «мен». «Мен». Угу. Значит, если вам сложно произносить это слово, можете загуглить произношение, потренироваться, прослушать, попроизносить и начать правильно произносить это слово. Угу. «Мен». Это означает «я». Теперь мы начинаем составлять русские предложения, используя в них вместо слова «я» слово «мен». Например, «мен сегодня на работу пойду попозже». «Мен люблю иногда поваляться». Просто листая там YouTube или еще что-нибудь. Это многие грешны в этом. Мен веду уроки для вас. Мен являюсь уже почти пенсионеркой. В следующем году выйду на пенсию. Мен очень хочу поделиться с вами вот этим эффективным способом. Мен очень люблю красивые серебряные украшения. Каждый день меняю. Мен езжу на автобусе на работу. Мен иногда позволяю себе на такси поехать на работу. Мен люблю, кстати, готовить. Мен люблю печь красивые торты. Правда, давно уже не делала, но люблю украшать красивые вкусные торты. Вот таким образом составляйте собственные предложения. Мои предложения предназначены только в качестве примера. Вы должны составлять собственные предложения. Составляйте полноценные предложения. Не просто словосочетания, а именно полноценные предложения. Только в таком случае это слово прочно войдет в ваш лексикон, оно станет вашим, вы его никогда больше не забудете. Поэтому не ленитесь, составляйте много предложений до тех пор, пока вы не поймете, что вы его запомнили на всю жизнь. И оно никуда от вас не денется, оно не улетучится, и вы его через время не забудете, и вы сможете с легкостью использовать это слово в дальнейшем. Так что пишите комментарии. Спасибо вам большое за то, что вы пишете комментарии.
Пишите о своих победах, пишите о достижениях, пишите, что у вас получилось, что у вас не получилось, возможно. Вот. Но если вы будете применять этот способ без искажения, у вас обязательно все получится. Спасибо вам большое за то, что смотрите мои видео, делитесь им, подписывайтесь на меня. Мне это очень приятно. Моя цель – помочь людям, которые хотят научиться понимать, запоминать, разговаривать на казахском. Пока!